палата выполняет высокую миссию проводника интересов и мнений народа, и для меня очень важно именно здесь рассказать о Якутии, о наших замечательных людях, которые всей душой болеют за свою страну. Особую роль в преобразованиях, происходящих в нашей стране, наш президент Владимир Путин отводит гражданскому обществу, говоря о его созидательной силе, которая вместе с усилиями государства создает невероятные возможности для развития страны. У нас в Якутии во всех уголках нашей бескрайней республики люди готовы к переменам, они не хотят стоять в стороне и просто ждать изменений. Сегодня энергия перемен чувствуется по всей нашей республике. Мы безусловный лидер экономического роста на Дальнем Востоке. У нас реализуются промышленные проекты мирового масштаба. Буквально неделю назад, 2 декабря, мы все стали свидетелями исторического события, когда был введен в эксплуатацию крупнейший мелиозавод «Сибирь», источником которого является газ с якутского Чайкинского месторождения. По национальным проектам сегодня строятся дороги, ликвидируется аварийное жилье, входятся социальные объекты, благоустраиваются города и села. Во всем этом есть прямое участие якутян, и идея национальных проектов сегодня легла на хорошую почву в нашей республике. Это регион с традиционно активным гражданским обществом. 3 года назад мы в самом центре города Якутска построили общественный центр, и сегодня в 7-этажном современном здании разместились и Общественная палата республики, и профсоюзы, организации ветеранов, инвалидов, молодежи, детские общественные организации. Здесь есть все условия для их работы, для проведения публичных мероприятий. Сегодня жизнь в общественном центре у нас кипит, он стал реально центром притяжения. Уважаемые коллеги, я всецело поддерживаю инициативу Общественной палаты о специальном докладе «Российский прорыв и задачи гражданского общества». Поддерживаю ключевой тезис о том, что национальный успех невозможен без консолидации общества. Действительно, мир очень быстро меняется, традиционные ценности коллективизма теряют свою актуальность, особенно среди молодежи. Это приводит к атомизации нашего общества, снижению доверия. Такие угрозы реальные, и ни в коем случае нельзя их игнорировать. Крайне важно не допускать разобщенности. Наоборот, надо объединять людей вокруг общих целей и вовлекать их в решение значимых задач, разделяя как цель, так и ответственность. Исходя именно из этого понимания, в конце 2018 года я объявил 2019 год в Республике Саха-Якутия годом консолидации. Укрепление взаимного доверия в обществе, личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, района, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни, таковы его главные идеи. Я хотел бы представить вашему вниманию практику организации года консолидации, рассказать об успешных проектах, которые мы можем предложить и другим регионам. Работа в рамках года организована по 5 направлениям, каждый из которых имеет свою команду, своих лидеров из числа руководителей органов власти и членов общественной палаты. По всем направлениям реализуется более 130 проектов, в которых уже приняло участие более 600 тысяч якутян. Все они отличаются по смыслу и масштабам. Главное, они объединили и воодушевили людей из разных районов с разными взглядами социальных положений. Один из таких проектов – премия «Гордость Якутии», которая стала по-настоящему народной. Весь год на площадке сетевого издания sia.ru идет выбор лучших из лучших по 10 номинациям, за которых отдано уже более 300 тысяч голосов якутян. И заслуженное признание получают победители, которых выбирает непосредственно сам народ. Год консолидации у нас развернулось широкое движение по благоустройству населенных пунктов в рамках направления «Родные города и села». Правительство республики на поддержку гражданских инициатив именно по этому направлению направило 500 миллионов рублей. Более 220 миллионов рублей составил вклад муниципалитетов, граждан и бизнес-сообществ. В выборе проектов приняло участие 190 тысяч человек. Это практически каждый 5-й житель нашей республики. За год реализовано более 400 проектов. Это новые скверы и места досуга, спортивные и детские площадки, освещение, водоснабжение и многое другое. Якутяне берут в свои руки обустройство родных сел и городов с чувством настоящих хозяев, и это едва ли не самое важное решение для всех нас, для решения самых сложных задач. Высокую гражданскую активность в якутянах также показал проект «Народный правотворец». Более 260 нормотворческих инициатив поступило от граждан, от различных общественных объединений. Самые дельные, конструктивные предложения уже сегодня переданы в парламент республики, рассматриваются представителями органов местного самоуправления. Такие проекты, а их на самом деле немало, на самом деле реально привлекают граждан в управление, расширяют общественную культуру, повышают открытость власти. Безусловно, для прямого взаимодействия граждан и органов власти в наше время
необходимы и новые технологичные инструменты. Когда я в 2013 году был еще главой города Якутска, мы создали первый в России краудсорсинговый портал OnePay, который стал последующей неотъемлемой частью жизни нашего города. Под консолидацией мы разработали и сейчас готовим к запуску цифровую платформу OnePay с широким функционалом и возможностями обратной связи. Каждый житель Якутии на всей ее площади в 3 миллиона квадратных километров сможет обращаться к органам власти любого уровня напрямую, выдвигать инициативу, участвовать в проектах и публичных службах. Портал, на мой взгляд, по сути станет цифровым двойником системы взаимодействия общества и властных служб. И в перспективе мы считаем, что он сможет масштабировать данный проект и в других регионах страны. Уважаемые коллеги, я сейчас привел лишь несколько примеров из множества. Мы готовы предоставить полную информацию по технологии каждого проекта, поделиться практическим опытом их реализации, а самый главный итог года консолидации, который сегодня уже очевиден, это то, что наши люди стали более неравнодушными, они полны решимости делать жизнь вокруг себя лучше. Нужна только воля со стороны власти, воля быть открытой, во всем опираться на мнение народа, поддерживать инициативу людей, создавая все условия для их осуществления на пользу обществу. Я всегда был уверен в этом. Еще я больше убедился в этом убеждении, когда мы все увидели, какой общественный резонанс, какую вовлеченность людей вызвал проект моей идеи Дальнего Востока. В сентябре 2018 года на Восточном Европейском форуме Владимир Ильич Путин поставил задачу разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Было четкое понимание, что люди, жители всего нашего региона, должны быть сопричастны к планированию будущего своего родного края. По инициативе полпреда президента Дальневосточного федерального округа Юрия Петровича Трудина развернулось широкое общественное обсуждение. Проект был поддержан Общественной палатой России. В результате более 230 тысяч дальневосточников выразили свое мнение, 16,5 тысяч предложений поступило на специальный сайт. Это, на мой взгляд, без сомнения, один из самых масштабных в истории нашей страны примеров вовлечения граждан в принятие важнейших судьбоносных решений. Жители Якутии внесли больше всех предложений, и практически каждая пятая из них было строительство моста через реку. И вот недавно строительство Ленского моста одобрил глава нашего государства Владимир Путин, и мы верим, что многолетняя мечта якутян в ближайшие годы станет уже реальностью. Такая поддержка, такие решения укрепляют людей, желание людей жить и трудиться на родной земле, их уверенность в своем будущем. Сегодня наша самая важная задача, чтобы в своей востребованности, в успешном будущем в родной стране были уверены наши дети и наши молодежь. Много делается для того, чтобы молодежь оставалась трудиться на Дальнем Востоке. Реализуются меры поддержки, которых нет в других федеральных округах, такие, например, как 2% ипотека для молодых семей. Но люди, особенно молодые, к сожалению, все равно продолжают уезжать. Я уверен, это связано на самом деле не только с отсутствием социально-экономических условий. Они на самом деле сегодня у нас создаются. Скорее это связано с тем, что мы крайне мало занимались последние десятилетия духовной стороной жизни нашей молодежи. Крайне важно сделать так, чтобы все дети у нас были уверены, что их будущее в России успешное и сильное. Одним из самых важных проектов, которые стартовали у нас в Якутии год консолидации, станет проект «Мы – будущее России». Главная его цель – создать среду, определяющую гражданственность людей и их бережное отношение к своей стране и малой родине. Мы начали этот проект с исполнения гимна Российской Федерации во всех школах республики. Уверен, что уважение государственных символов своей великой родины – это первый и очень важный шаг в формировании мировоззрения юного человека. Преемственность исторических традиций, духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, укрепление роли семьи и общества, сочетание традиционной и цифровой среды – вот основные принципы новой модели воспитания и развития личности и гражданина. Я предлагаю вам, уважаемые коллеги, в том числе и общественным палатам регионов, поддержать нашу инициативу, объединить усилия по созданию современной экосистемы воспитания, гармоничного развития и профориентации, которые позволят достичь наших детей сопричастными и ответственными за родную землю. В 2020 году мы проведем в Якутии молодежный форум «Наше будущее в России». Для нас, конечно же, крайне важно будет участие молодежи из всех регионов. Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать
касается Александра Сергеевича, то, конечно, это удивительный человек, это уникальная личность. В нем сосредоточено все, что должно быть у первого руководителя города. Я выслушал его в докладе, что он говорил, что Шпек бывал много раз в Якутии. Действительно, мне приходилось бывать не один раз в Якутии. Мы проводили съезд городов Заполярья, крайнего севера. Мы проводили выездное заседание вместе с Матвиенко, когда решался вопрос социального развития, решался вопрос железной дороги. Вообще Якутия это очень сложный регион. Могу вам сказать, что самое большое количество аварийного жилья в России это в Якутии. И все это легло на плечи Александра Сергеевича. Надо понимать, насколько нужно быть мудрым человеком, чтобы, во-первых, решить проект и добиться правильного понимания сноса этого аварийного жилья и выделения средств, и как он реализовывается. Микрорайон Северный Якутска достался ему по наследству, когда, как дальневосточный гектар, дали землю, и люди пришли, продав свое жилье, осели ни электроэнергии, ни квартир, ни дорог, ничего нет, они все потеряли, придя туда, и воды нет, ничего нет. И вот этот Александр Сергеевич был вынужден расхлебывать всю эту дикую кашу. Мы приезжали, проводили с ним там совещания. Насколько этот человек удивительно патриотичен и удивительно подготовлен к разговору, когда собирается масса, когда собирается митинг. Вообще, те проекты, о которых он говорил, проект «Города и люди», который в Якутии был реализован, и мы несколько раз участвовали в этих заседаниях, это удивительный проект. И надо обладать большой политической грамотностью, чтобы проводить в жизнь. Мы открывали с ним несколько детских садов и школ якутских. Вот я видел, как относятся к нему дети. Детей ведь не обмануть. Вот эта любовь детей к мэру города Якутска, она была видна. Поэтому это очень здорово, что сегодня в нашей палате выступал именно впервые в истории губернатор. Губернатор Якутии, успешный губернатор. Так уж случилось, что из Союза городов 3 человека ушло в губернатора. Это Ханты-Мансийск, Комарова, это Кобылкин, который стал губернатором, а сейчас министр природных ресурсов. Но 3-й человек это Николай. Нам очень жалко, что мы потеряли его как мэра города, но я очень рад, что сегодня Якутия может быть уверена в своем будущем. Он умеет сделать из всего праздник и вместе с тем политическую миссию руководителя. Они установили чемпионат мира по кумысу, казалось бы, чемпионат мира по выпиванию кумыса. Но какой это был потрясающий политический шаг, когда весь народ, это было гражданское общество. Поэтому это надо уметь так делать. Поэтому я с большим удовольствием хочу сказать Александру Сергеевичу, что решение Союза городов вы награждаетесь почетной грамотой Союза. Это впервые. Сегодня был совет старейшин, было руководство нашей палаты, поэтому Александр Сергеевич награждается еще сегодня
Арсена Сергеевича Николаева о практике поддержки гражданских инициатив в рамках года консолидации республики. Второе. Рекомендовать общественным палатам субъектов Российской Федерации использовать в своей деятельности опыт Республики Саха-Якутия о консолидации усилий исполнительных органов, бизнес-сообщества, гражданского общества в решении социально значимых вопросов. Нам нужно проголосовать. Повторяю, голосуют члены общественной палаты. Кто за данное предложение? Спасибо. Кто против? Воздержался? Реплика у Владислава